Слово для выступления предоставляется представителям Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кеңешеву Мақсатбеку Кеңешевич. У вас будет один выступающий или оба будете выступать? Один? Уважаемый суд, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики хочет выразить наши доводы по ходатайству представителя Михайлова, изложено Теперовым. Мы считаем, что часть 1 статьи 17 закона Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружеников тыла регулирует социальные гарантии, которые предоставляют участникам именно боевых действий на территории СССР, включая военнослужащих Советской армии и военно-морского флота, а также лиц начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел СССР и других военных специалистов и советников, которые участвовали в боевых действиях. Отмечаем, что часть 4 статьи 11 Конституции Кыргызской Республики определяет нормы относительно своей позиции в разрешении проблем и конфликтов как равноправного субъекта международного права, из чего следует, что часть 11 статьи 17 вышеуказанного закона и часть 4 статьи 11 Конституции Кыргызской Республики регулируют разные правовые сферы. Кроме того, как было отмечено ранее выступавшими, в соответствии с приложением соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих, подписан в Кыргызской Республике и вступив в силу для Кыргызской Республики 28 декабря 1995 года, лица, на которых распространяется действие соглашения, делятся на категории участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны, участников боевых действий на территории других государств и на семьи погибших военнослужащих. Также есть другие категории лиц. В соответствии с пунктом 3.1 приложения к вышеуказанному соглашению к участникам боевых действий на территории других государств относятся военнослужащие Советской армии, военно-морского флота, Комитета государственной безопасности, лица рядового и начальства состава Министерства внутренних дел бывшего Союза СССР, которые в соответствии с решением правительственных органов бывшего Союза принимали участие в боевых действиях на территории других государств. Министерство неоднократно выражало свою позицию о том, что Михайлов был откомандирован в Демократическую Республику Афганистан на основании постановления секретариата ЦК КПСС от 4 мая 1983 года о направлении партийных советников ЦК КПСС Демократической Республики Афганистан для оказания содействия в обслуживании правящей Народно-демократической партии Афганистана. Согласно постановлению правительства Кыргызской Республики о заключении правительства Кыргызской Республики от 15 декабря 2016 года номер 684 на проект закона Кыргызской Республики о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружеников тыла, советские партийные советники, представители политических и экономических организаций СССР, откомандированные для оказания помощи в качестве советников в партийных организациях, а также специалисты по оказанию помощи в восстановлении объекта экономики для обеспечения мирного процесса, не были призваны в ряды вооруженных сил СССР на военные сборы в установленном порядке для обслуживания контингента советских войск и не принимали участие в боевых действиях. В 2017 году и 2019 году депутатами Джоркиниш Кыргызской Республики Рыспаевым в 2019 году Перматом были инициированы проекты закона о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружеников тыла. Также предусматривается включение партийных советников в число лиц, имеющих право на социальные гарантии в соответствии с законом Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружеников тыла. На оба эти законопроекта поступило возражение президента, и оба законопроекта были отклонены. На основании вышеизложенного Министерство труда, социального обеспечения и миграции просит оставить без удовлетворения заявление
Михайлова.